1997 году пролетала известная комета Хейла-Бопп. Она была очень яркая, была видна даже в городе. На тот момент мне было 10 лет, и это событие оставило прям яркое впечатление в моей жизни, что какая красивая комета с таким красивым большим ярким хвостом. И, скажем так, тогда я поставил уже себе вопрос, а не связать ли жизнь свою с тем, чтобы как раз-таки познавать тайны космоса. Меня зовут Виталий Юрьевич Ким. Я являюсь старшим научным сотрудником лаборатории физики звезд Астрофизического института имени Фисенкова. А также я являюсь наблюдателем на Сатургинской обсерватории на вот этом инструменте, полутораметровом телескопе АЗТ-20. Еще в 60-е годы прошлого столетия, когда функционировала вовсю уже обсерватория на Дарвинском плато при Астрофизическом институте, стал острый вопрос о переносе наблюдений в более благоприятное место. Так как город разрастался, город уже стремился к миллионному населению, чтобы стать мегаполисом, было снаряжено множество экспедиций для выбора наилучшего места. И вот по результатам работы астроклиматических экспедиций было принято решение основать обсерваторию здесь, на плато Асы-Тургень, примерно в 100 километрах от Алматы, на высоте примерно 2700 метров над уровнем моря. Поэтому вот Асы-Тургень славится тем, что это зона с низкой засветкой неба, плюс еще вот хорошая высота, которая позволяет нам избавиться от части воздушного слоя, который мешает наблюдать. Поэтому действительно это уникальное место и, скажем так, зона с наилучшим астроклиматом в Казахстане и с одним из наилучших в Средней Азии. Действительно похож на байтерек, да? Раньше мы его чупа-чупсом называли, сейчас байтереком. Но на самом деле это форма как бы цветка Эдельвейса. То есть он выполнен по эскизам научного сотрудника Клары Джакушевой. В свое время была сотрудником Астрофизического института, сейчас уже на пенсии. Вот. И она как бы сделала эскиз будущего павильона в форме Эдельвейса. Так, приехали. А вот этот павильон, в котором мы сейчас с вами находимся, и вот этот телескоп, который позади нас, его начали строить, проектировать и строить где-то в середине 80-х годов. Однако из-за развала Советского Союза и из-за начавшегося кризиса в 1991-1992 году строительство было приостановлено, несмотря на то, что телескоп был уже сам здесь установлен, но зеркало еще не было до конца смонтировано. И павильон был в таком недостроенном еще состоянии. И стройка примерно на 20 лет была заморожена. И только вот где-то в 2012 году начались работы по восстановлению данного павильона. И этот телескоп увидел первый свет в 2017 году, получается. И вот мы на нем сейчас наблюдаем, проводим постоянные регулярные наблюдения. Наука приносит удовольствие. Да, может быть, мы не получаем там зарплат, как там где-нибудь в Газпроме там, или там на каких-то нефтепромыслах, или там игрой на бирже, но просто доставляет некое удовольствие
тот факт, что ты участвуешь в процессе, скажем так, познания этого мира. Разгадываешь такие вопросы, на которые далеко не каждый человек способен ответить. Есть что-то такое, что вот прям как-то вот в глубине души связывает меня, там, и вот эти вот небесные объекты. Что, я говорю, порой мне кажется, что звезды специально светят для нас, для того, чтобы освещать вот темную сторону планеты.